Один человек пострадал при хлопке в котельной в Якутии. Хлопок в самодельной котельной произошел в якутском селе Итык-Кёль. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской противопожарной службы. Отмечается, что на момент прибытия пожарного подразделения обрушился потолок. Пострадал один человек, истопник 1960 года рождения. Сейчас устанавливаются причина, виновное лицо и ущерб. Для проведения аварийно-спасательных работ были задействованы 5 человек личного состава. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Риэлтор потратила деньги клиента на ставки в Якутске. По информации региональной прокуратуры, подсудимая при обращении к ней знакомой за помощью по поиску и покупке квартиры в Якутске составила фиктивный договор купли-продажи жилья, владельцы которого проживали за пределами республики. Она получила от женщины более 1 миллиона рублей. Полученные деньги она потратила на азартные игры, делая в том числе ставки на спорт, проиграв в итоге практически все деньги. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Судья учел смягчающие обстоятельства. Состояние ее здоровья, женщина частично возместила ущерб и является матерью малолетнего ребенка. Полицейские установили мужчину, подозреваемого в краже из квартиры в Нерюнгри. В полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили безработного 29-летнего жителя города Нерюнгри. По сообщению МВД Якутии, в день совершения преступления подозреваемый пришел в гости к приятелю, который является соседом потерпевшего. Увидев открытую дверь квартиры заявителя, мужчина проник внутрь, украл ноутбук и скрылся. В настоящее время похищенный ноутбук изъят и возвращен законному владельцу. В Усть-Салданском районе осудили местного жителя и его супругу за мошенничество группой лиц в особо крупном размере. По сообщению прокуратуры региона, местный житель нигде официально не трудоустроенный и его супруга, являющаяся заместителем главы местной наследной администрации, с целью получения социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома оформили фиктивные документы, подтверждающие трудоустройство мужчины в крестьянском фермерском хозяйстве. Они представили несоответствующие действительности документы в Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии. Супруги получили социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Подсудимые в ходе предварительного расследования возместили ущерб в размере 200 тысяч. Суд приговорил каждого из подсудимых к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. По иску прокурора суд взыскал с подсудимых с учетом частичного возмещения причиненный преступлением ущерб в размере более 1 миллиона рублей. 2 мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в Сунтарском районе. Прокуратура региона сообщает, что обвиняемые в середине сентября этого года вступили в предварительный сговор на совместное незаконное приобретение наркотиков с целью потребления. Они выехали на территорию одного из населенных пунктов Сунтарского района, где собрали дикорастущую коноплю, которую упаковали в полимерный пакет. Общий вес наркотических средств составил около 400 граммов, что является крупным размером. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд. Уроженец Хангаласского района обвиняется в хищении денег с банковской карты. Прокуратура Момского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Следствием установлено, что потерпевшая жительница села Хану Момского района, желая подключить к своей банковской карте услугу «Мобильный банк», ошибочно подключила данную услугу к номеру сотового телефона обвиняемого. Когда на счет женщины поступили деньги, он снял их и потратил. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшей. В Нью-Йорке вооруженный стрелок открыл беспорядочный огонь через несколько минут после начала благотворительного предрождественского концерта на ступенях собора Святого Иоанна Богослова в Гарлеме. Перестрелка началась около полудня в воскресенье, через 15-20 минут после того, как на пересечении Амстердам-авеню и западной 112-й улицы собрались более 200 человек. Согласно отчету, офицеры, находившиеся на месте происшествия, выстрелили подозреваемому в голову и доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи засвидетельствовали смерть, личность и мотивы стрелявшего пока не установлены. Одна из свидетельниц происшествия, Джуди Ромер, рассказала, что видела полицейского с винтовкой, целящегося в стрелка. Я была в таком шоке, ужас просто охватил меня. У меня даже окоченели ноги. Когда я осознала, что это настоящая стрельба, я бежала как сумасшедшая. Ромер укрылась за одной из машин, в то время как охранники помогли остальным спрятаться внутри церкви. Стрелок все время повторял: «Просто пристрелите меня, стреляй, давай, стреляй в меня, убей меня уже, убей, давай, убей». И мы все это слышали, это просто не передать словами.
У нападавшего было 2 пистолета, серебристый и черный, если верить Стивену Варви, который сделал фотографии с места преступления. Он стрелял из-за этой мраморной колонны, и все. Ни в кого-то конкретно. Там была полиция, они были в толпе. Он стрелял в них. Ему приказали бросить оружие. Не стрелять, не стрелять. Брось это. Никто из полицейских или случайных прохожих не пострадал. На мероприятии присутствовали глава администрации городского округа Манхэттен Гейл Брюер и ее пресс-секретарь.